Продольно-зарядная. Сверху засыпался порох, утрамбовывается шомпола, закладывалась такая круглая свинцовая пуля, тоже утрамбовывая шомпол, и закладывался бумажный кожаный пыш для того, чтобы пуля обратно не закипелась. Конец 19 века. Надо отметить, что развитие оружейной мысли работает в сторону ухода от однозарядных оружий и уменьшения калибра ствола. На вооружение принимают нашу русскую трехлинейную винтовку образца 1891 года капитана Сергея Ивановича Мосина, легендарная Мосинка. Слышали, наверное, да? Это оружие победы. Посмотрите, вот она. С патронами даже. Все верно, да. Магазин на 5 патрон. 4 патрона находятся в магазине, 1 в канале ствола. Это был не мой лазер. По вашему вниманию я представляю, смотрите, самое большое ружье, которое хранится у нас в музее. Ружье охотничье уточница, и предназначалось оно на охоту на водоплавающую птицу. Все верно, по лесам с таким ружьем, конечно же, очень затруднено, да, ходить. Укладывали в лодочку, вот картина, смотрите, в лодку, подплывали тихонечко к стае, и с расстояния 50-80 метров производился выстрел. Последняя вот картина, посмотрите, пороховое лука. Такое огромное, говорят, отдача была такова, что даже переворачивалась лодка. Но одним выстрелом можно было добыть не одну, а целую стаю птиц. Масса этого уже 10 килограмм, иногда 3,5 метра. Это типа просто... Названием Монте-Кристо масса этого ружья чуть больше 1,5 килограмм. И раньше в обеспеченных семьях можно было на охоту брать с собой детей и юных леди. Именно с таким ружьем подходили на охоту. Еще один очень интересный экспонат. Это винтовка системы Курчевского образца 1933 года. И предназначалась эта винтовка как подарочный экземпляр для Иосифа Виссарионовича Сталина. Все верно. Но Иосиф Виссарионович Сталин от подарка отказался. По причинам известным уже. Посмотрите, обратите внимание, на прикладе изображен самолет-истребитель с динамо-реактивными пушками. Курчевский именно занимался динамо-реактивными пушками. Красивая гравировка, очень красивая гравировка. Да. Это какая? Такой, вот эта винтовка системы Курчевского, да. Тоже не найдете ни в одном музее мира такую красоту. Ну, мы с вами тихонечко подошли к любимому виду спорта. Это биатлон, да? Биатлон. Знаете наших спортсменов, земляков, может, кого-то? Надо отметить, что всего 2 завода, кто изготавливает винтовку для биатлона. Это наш завод и завод, который находится в Германии, Аншус. Спортсмены, земляки предпочитают, конечно, измашевскую винтовку, но Шипулин бегает с Аншус, то есть это никем и ничем не запрещается. История биатлонной винтовки начинается с винтовки 59. Вот она у нас находится, первая в витрине конструктора Евгения Федоровича Другунова. В 1978 году появляется винтовка спортивная B7. Посмотрите, линейный магазин на 4 патрона и дополнительный патрон находится в оранжевой коробочке. Винтовка спортивная B7-2 Александра Тихонова. Александр Тихонов – это лучший спортсмен 20-го столетия, 11-кратный олимпийский чемпион. У него еще есть звание мистер биатлон. Посмотрите, сколько наград и медалей у Александра Тихонова. Да? Также Валерий Медведцев, наш земляк, чемпион Олимпийских игр. И его тоже вот именная винтовка спортивная B7-2 присутствует у нас в музее. И также Алексей Кобелев, спортсмен, профессионал, и его винтовка. Последняя разработка концерна Калашникова – это винтовка для биатлона B7-7. Мы ее увидим уже в современной витрине. Обратите внимание на маленькие действующие модели спортивных винтовок. Это подарочные экземпляры, конечно, но тем не менее, несмотря на их такой незначительный размер, они стреляют. Да, это вот помимо оружия еще изготавливают танки. И вот станок Кировец, Сталинец, Удмурт, присутствует у нас. Станок ИШ-1611П
был трижды удостоен знака качества и был экспортирован в более 58 странах мира. Это что такое банкомат, который раньше был? Нет, это Сам тут ну, банкомат. он вообще-то так и называется. Ну, сейчас так называется, а это тоже станок. Очень интересно. И жест тоже этим славится. Завод тоже изготавливал вот такие электропилы, и счетчики для воды, и даже вот этот перфоратор массы, которого 300 килограмм, которым можно было строить в метро. Да. Ну а центральное место, да, у нас в зале занимает пулемет американского конструктора Арема Максима. Или мы в простонародье называем его пулемет Максим. Ребята, давайте все Внизу представлена авиационная пушка Витального, калибр 37, масса этой пушки 300 килограмм, на полметра она длиннее, чем уточница, но автоматика часто давалась вниз, и А это снаряд для нее? это для другой пушки. И с 1902 года эту пушку заменили на НС, вот именно 37, вот эту пушку Бельмана Суранова. Ее еще называли летающий танк. Снаряд этой пушки мог пробить броню танка. Представляете? Давайте несколько слов тоже скажем, да? Витрина посвящена Устинову Дмитрию Федоровичу. Устинов Дмитрий Федорович – это маршал Советского Союза. Все оборонные предприятия курировал именно Дмитрий Федорович. Очень часто был у нас на предприятии. И 4 года завод носил имя Устинов. Ну и город Ижевск 900 дней тоже носил имя Устинов. Видите вот эту пушку? Темп стрельбы 1800 выстрелов в минуту. За ее небольшой такой вес, а вес этой пушки 46 килограмм, конструктора ласково называют ее боевиной. Если шпитального пушка весила 300 килограмм, то эта пушка уже весит 46 килограмм. И устанавливается эта пушка на Су-27 и МиГ-29. Вот такая вот маленькая, незначительная точечка в крыле. Это наша авиационная пушка устанавливается. Конструктора. Какие вот как? Михаил Тимофеевич Калашников родился на Алтае, в селе Курья, в многодетной семье, был 17-м ребенком. 1 сентября 1949 года в роли главного конструктора был зачислен сержант Михаил Тимофеевич Калашников. И 64 года, хорошо, он проработал на нашем заводе и по праву город Ижевск считает своей второй родиной. Но мы гордимся таким земляком. Очень часто сам Михаил Тимофеевич Калашников был в этом музее, иногда даже проводил сам экскурсии. Коллеги знают его как очень от такого, знаете, простого в общении человека, очень такого дружелюбного. И очень много подарков, его везде любили. Водились над этим автоматом без маски, без чистки. Этот автомат стреляет. А вы знаете всемирную известность, какие качества автомата? Ну вот почему везде, во всем мире знают автомат Калашникова? Слышали, наверное, надежность, простота и живучесть. И благодаря вот этим качествам именно автомат Калашникова знают во всем мире. Его и замораживали в минус 50 градусов, и нагревали в плюс 50 градусов. Закапывали в песок, да, который может, гладь водяную преодолеть. А они под водой могут стрелять? Да, вот этими пулями под водой будут стрелять. С правой стороны представлено оружие нашей армии, с левой стороны представлено оружие вермахта. Это такой магазин. Вот вверху, посмотрите, это винтовка образца 1991 года, Мосинка легендарная. Винтовка Маузер, немецкая винтовка.
Самозарядная винтовка образца 1940 года, СВТ-40, ласково еще ее называли Светка. Пистолет-пулемет 1941 года ППШ. Смотрите, какой у него барабан, да? Емкость магазина 71 патрон. И немецкие солдаты на поле боя, как трофей, хотели найти именно вот этот пистолет-пулемет ППШ наш. Внизу представлен пулемет МЖ-41, машина Гевер, или ее по-другому называют еще пила Гевера, темп стрельбы 1200 выстрелов в минуту. Внизу представлены пистолеты, да, Вальтер, кобура. Создали визуализацию для того, чтобы можно было посмотреть, сколько осталось патрон. Планка Пикатини сверху, сбоку, снизу, для того, чтобы можно было, да, дополнительно навесить или фонарик, или рукоятку, или прицел. Интересный очень дульный тормоз-компенсатор в виде короны. Можно разбить беспрепятственно стекло или перерезать проволоку. Да, также автомат Калашникова АК-15 внизу представлен, калибр 7,62. Внизу представлен ручной пулемет Калашникова РПК-400, магазина 96 патронов. Да. Можете здесь увидеть, посмотрите, корпусы магазинов разные, корпуса. Снайперская винтовка Драгунова модернизированная, самозарядная снайперская винтовка Чупавина СВЧ-51. Самый скоростной мотоцикл 80-х годов, вот представлен, это Иж Планета Спорт. Максимально мог разгоняться до 145 километров в час. Нет, совершенно неправильно, очень точно. Ну, здесь представлен Иж Планета, Иж Юпитер. Посмотрите, чисто внешне, да, они очень схожи. Вообще отличие совсем-совсем незначительное. Единственное, у Планеты один цилиндр, а у Юпитера их два. И считалось, что он, ну, помощнее. Если вы обратили внимание, то у нас, посмотрите, даже светильники, это фары от Юпитера. Комби. Вот такие машины раньше были. Но потом это было передано на автозавод, и эти машины уже изготавливали ИЖ-27-156. А голубая? 27-151. Ну, Рома. 21, Ода, 21-26. Орбита, да, знаешь? Орбита, Машина. да. Дальше не будет, там надо. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся
поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей поклонимся за тот